Эта страна известна всему миру своеобразной кухней, напитками из голубой агавы, текилой, бесконечными сериалами и, конечно же, знойными красавцами сомбреро и пончо. Сегодня в мексиканских Соединенных Штатах начнется грандиозный праздник народного творчества – Всемирная фольклориада. Здравствуйте, Буэнос Тардес. Мексиканские Соединенные Штаты. Площадь около 2 миллионов квадратных метров. Население 108 миллионов человек. Столица Мехико. Государственный язык испанский. Денежная единица – песо. Местом проведения Всемирной фольклориады не зря был выбран город Закатекас. Исторический центр этого города является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Местом проведения Всемирной фольклориады 2016 не случайно был выбран город Закатекас. Центр этого города является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и известен своими искусно украшенными зданиями, мощенными улицами и коваными фонарями. Торжественная церемония открытия Всемирной фольклориады 2016 состоялась в столице свободного и суверенного штата Закатекас. Город является крупным центром производства, торговли и культуры, считается воротами в Северную Мексику. В Закатекасе проживает около 200 тысяч человек. Стадион, который вмещает 13 тысяч зрителей, в этот исторический день был заполнен гостями форума, туристами и местными жителями. Представление началось с парада участников фестиваля. Более 1500 артистов из более 50 стран мира участвовали в празднике народной культуры. Представители разных народов со всех уголков планеты с гордостью шли по стадиону в национальных костюмах со своими флагами, исполняя песни на родном языке. По условиям проведения Всемирной фольклориады каждая страна имеет право представить только один коллектив. Россия была представлена коллективом из Пермского края. В этом году Башкортостану выпала честь как организатору Всемирной фольклориады 2020 быть специальным гостем форума. Среди участников фестиваля государственный ансамбль народного танца имени Фази Гаскарова, этно-рок-группа «Аргымак». СИОФ является аккредитованной организацией ЮНЕСКО, представлен в 115 странах мира и насчитывает 13 тысяч фольклорных групп и организаций. Координирует около 350 международных фестивалей. Сегодня СИОФ принимает флаг мира под девизом «Культура мира». Участники форума вдохнули жизнь в великолепное культурное событие, которое впервые проходит в латиноамериканской стране. Честь принимать фольклориаду городу Закатекас была доверена благодаря Мексиканскому международному фестивалю фольклора имени Густаво Вакеры Контрераса, одному из 5 известных фестивалей мира. Подготовка к этому мероприятию шла в течение 6 лет. Мы сделаем все возможное, чтобы фольклориада прошла наилучшим образом. После официальной части началось яркое красочное представление. Огонь культурной олимпиады 5-й Всемирной фольклориады зажегся на мексиканской земле. В течение 2 часов шло захватывающее представление об истории мексиканского народа. Творческим коллективам из 5 муниципалитетов штата Закатекас – Хальпа, Хучипала, Ночистлан, Пинос и Закатекас – удалось во всей красе показать древнюю и богатую, красочную, яркую, иногда драматичную историю страны от ранних цивилизаций майя, тольтеков и ацтеков до испанского и американского образа жизни. Bueno, sabemos que somos unas culturas hermanadas,
Мы знаем, что наши культуры в чем-то схожи. На этом замечательном празднике мы нашли новых друзей, братьев и стали еще сильнее. Говорят, что разрушить стены, созданные между нашими странами, можно только через культуру. Танцы, песни, живопись, ремесло. Сегодня в Сакатекасе разрушаются стены непонимания, уступая место дружбе. Я хочу пожелать успехов Башкортостану в проведении следующей фольклориады. В рамках фольклориады в Мексике было организовано более 450 мероприятий. На разных площадках прошли выставки музыкальных инструментов, фотовыставки редких и исчезающих видов инструментов, народных промыслов. Парад участников Всемирной фольклориады стал самым ярким событием мирового фестиваля. Улица Идальго длиной более 2 километров напоминала ярмарочную площадь, ведь здесь собраны все краски мира. Хотя начало парада было запланировано вечером, уже в обед вдоль тротуаров невозможно было пройти. Зрителей не пугало и палящее солнце Мексики, многие запаслись зонтиками. Впервые в латиноамериканском городе по извилистым дорогам древнего Сакатекаса прошли представители разных народов со всех уголков мира. Парад открыли хозяева праздника, творческие коллективы города Сакатекас. За ними представители города Мехико, коллективы из Боливии, Эстонии, Таити, Индонезии, Колумбии, Италии, Панамы, Турции и других стран. Самому молодому участнику форума 4 года, самому пожилому – 80 лет. Когда появились башкирские артисты в богатых национальных костюмах, мексиканцы и туристы со всего мира не скрывали своих эмоций. Зрители были восхищены звуками курая и выступлениями танцоров. В рамках Всемирной фольклориады в Сакатекасе состоялась рабочая встреча министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой с президентом Международного совета организации фестивалей традиционного искусства и фольклора Филиппом Бессонтом, председателем комитета фольклориады Уго Ефраном и президентом СИОФ Мексики Алехандро Камачо. Амина Шафикова поздравила организаторов масштабного фестиваля и подчеркнула, что весь Башкортостан с нетерпением ждет 2020 года, когда в республике пройдет большое событие – Всемирная фольклориада. Следующая фольклориада пройдет в Уфе. Участникам будет интересно познакомиться с вашей республикой, узнать, как вы живете. Я думаю, вашему народу тоже будет интересна культура тихоокеанских стран, стран Азии. Мы живем в неспокойное время, поэтому мир в мире важнее всего. Нам необходимо построить лучший мир во время проведения очередной фольклориады. На специально построенных концертных площадках Сакатекаса в течение недели выступали творческие коллективы. Башкирские артисты первый концерт дали в историческом центре города, в парке имени Бисентенарио. Первыми на сцену вышли австрийские артисты, затем канадцы и словаки. Эмоциональные мексиканцы и многочисленные туристы все коллективы встречали и провожали овациями. Но когда зазвучал курай, зрители замерли.
Простой тростник так душевно и трогательно рассказывал об истории башкирского народа, что люди, казалось, боялись шевельнуться. Танец о главах башкирских родов Тарханы никого не оставил равнодушным. После гордых джигитов на сцене плавно появились башкирские красавицы. В конце танца о свободолюбивых девушках, когда танцовщицы на одно мгновение подняли взгляды на зрителей, площадь взорвалась каскадами оваций. Звуки медных каблуков сменились мелодиями кубыза и курая. Мексиканцев до глубины души затронули народные песни в исполнении Гульнары Валиевой. Нашим артистам удалось передать дух и колорит многонациональной России. В этот вечер сердца башкирских артистов и мексиканцев бились в унисон. Нашим коллективам удалось найти ключ к сердцам зрителей, которые не хотели отпускать полюбившихся артистов. Растроганный ведущий даже заговорил по-башкирски. Que se escuche el aplauso, Zacatecas. Bueno, ellos hablan ruso, no es ruso, pero aprendimos a decir Rahmat. Significa gracias, todos. Rahmat. Rahmat, muchas gracias. Y una palabra que no puedo pronunciar, pero es como Kodlaibif, que es felicidades. Kodlaibif, congratulations. Felicidades. Вы привезли замечательную программу. У вас очень продуманные, элегантные национальные костюмы. Ваши артисты – украшение всего праздника. Мне даже не верится, что все это великолепие я увидела своими глазами. Все это как розыгрыш. Мне до сих пор кажется, что все это было во сне, а не наяву. Ваши танцы очень красочные, очень интересные, просто великолепные. Ваши артисты – украшение всего праздника. Перед театром «Кальдерон», который был назван по имени видного драматурга Мексики XIX века, задолго до начала концерта выстроилась очередь за билетами. Многие пришли на представление, услышав восторженные отзывы жителей города, которые уже увидели яркое выступление башкирских коллективов в парке Бисентенарио на площади Мигуэля Ауса. После выступления французского фольклорного коллектива на сцену вышли башкирские артисты. От включенных телефонов зрителей в зале сразу стало светлее. Великолепный концерт. Мы договорились с госпожой министром, что через 2 года вы будете давать такую же концертную программу в Аргентине. Мне все понравилось. Все концертные номера эффектные, потрясающие. Мы в первый раз видим здесь такое.
Фантастика! У нас совсем другая культура. Необычно, захватывающая. Комбинация таких вещей, которых я не видела никогда до этого. Мне понравились танцы, ваши музыкальные инструменты, костюмы фантастически красивые. Ваши танцы интересны и необычны для нас. Я до этого не знала о вашей республике. Рада, что благодаря фольклориаде мы узнали много нового о других странах. У мексиканцев не хватает средств, чтобы путешествовать. Здесь все концерты можно посещать бесплатно. Это что-то новое для нашей страны. У меня просто не хватает слов, чтобы описать свой восторг. Высокий уровень профессионализма, высокий уровень презентации народной культуры и фольклора. Вы достойные послы своей страны, впечатляющие. Очень и очень необычно. Я испытал такой эмоциональный подъем. Красивые, изящные женщины, сильные мужчины, своеобразная музыка. Зрители долго не отпускали полюбившихся артистов, брали в руки курай, старались понять, откуда же льется эта замечательная музыка, что за народ башкиры, у которого такие зажигательные танцы, а песни пробирают до глубины души. Диски с записями башкирских песен зрители раскупали молниеносно, и нашим артистам пришлось их заказывать дополнительно в Сакатекасе. Открытие театра в парке Арройо де ла Плата, что в переводе означает «Серебряное озеро», навсегда останется в истории Сакатекаса. Парк был основан более 30 лет назад. Власти города решили к началу фольклориады обустроить парк длиной 15 километров и построить театр на открытом воздухе на 1750 посадочных мест. Около 1,5 лет работа не останавливалась ни на один день. Было потрачено около $8 миллионов. Я сегодня хочу поблагодарить руководителей Международного совета организации фестивалей традиционного искусства и фольклора за предоставленную честь принимать в Сакатекасе представителей со всего мира. Сегодня некогда запущенный парк напоминает цветочное поле. Вы, участники Всемирной фольклориады 2016, свидетели этого исторического момента. После разрезания ленты состоялась церемония запуска нового фонтана. Для увековечивания этого знаменательного дня участники форума выстроились для коллективного фотографирования. Делегаты, хоть и не все владеют английским и испанским языками, общались, фотографировались, обменивались телефонами. Если люди хотят дружить, ничто не может помешать им. Язык культуры понятен всем. Следующий пункт в программе дня – посадка деревьев. Члены башкирской делегации на далекой, но уже родной мексиканской земле посадили 4 яблоневых дерева. Через несколько лет на этом месте будет парк дружбы, и среди них будут пышно цвести наши яблони. Грустно расставаться со свежепосаженными деревьями, ведь вместе с ними мы оставили на мексиканской земле часть своей души и сердца. Вечером наши артисты выступили на одной сцене с фольклорным коллективом из Индонезии в муниципалитете Вилья-де-Кос. И, как всегда, аншлаг. Башкирские артисты в очередной раз очаровали зрителей и пробудили интерес к нашему краю. Все выразили желание познакомиться с дальней республикой в России, где живет гордый, талантливый и красивый народ. Через 4 года желания участников станут явью, и они станут свидетелями грандиозного праздника народного творчества в Уфе. В Сакатекасе состоялась встреча официальной делегации Башкортостана с руководством Международного совета организации фестивалей традиционного искусства и фольклора. Руководитель официальной делегации Башкортостана Салават Сагитов поблагодарил руководителей СИОФ за приглашение на мировой форум народного творчества. В ходе переговоров была достигнута договоренность о подписании официального документа – трехстороннего соглашения о проведении следующей Всемирной фольклориады 2020 в Уфе. Встреча состоится в октябре 2016 года в Италии во время проведения Генеральной ассамблеи СИОФ.
Всемирная фольклориада – это самое ключевое мероприятие Международной ассоциации организаторов фольклорных фестивалей СИОФ. Одной из целей этой организации является сохранение именно нематериального культурного наследия, и СИОФ является аккредитованным партнером ЮНЕСКО именно в деле сохранения и развития нематериального культурного наследия. Ну и как итог работы этой организации раз в 4 года проводится вот такое огромное мероприятие, как Всемирная фольклориада, в котором принимают участие коллективы из разных стран мира, пропагандирующие свою национальную культуру, свой национальный быт, фольклор и традиции. В парке столетия революции состоялось открытие нового памятника мексиканскому танцору Матлачину. Он стал своеобразным символом сохранения культурного наследия народов мира. Каждой делегации фольклориады на память об этом знаменательном дне подарили уменьшенную копию скульптуры. После открытия памятника Матлачину состоялась встреча официальной делегации Башкортостана с губернатором штата Сакатекас Мигелем Алонсо Рейес. Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Салават Сагитов поблагодарил губернатора за теплый прием. Мигель Алонсо отметил, что башкирские артисты покорили жителей Сакатекаса своим мастерством и профессионализмом. Салават Сагитов пригласил организаторов Всемирной фольклориады 2016 приехать в Уфу, не дожидаясь 2020 года, и поближе познакомиться с Башкортостаном. В конце встречи стороны обменялись подарками. Салават Сагитов подарил Мигелю Алонсо башкирский национальный костюм – елян и лисью шапку. Губернатор штата Сакатекас знает о далеком Башкортостане. Он интересовался историей башкир, способами изготовления башкирского национального напитка – кумыса. Последний день фольклориады получился ярким, красочным и душевным. Представители 50 стран мира прошли по улице Идальго и пришли на площадь Армас. Зрители уже узнавали полюбившихся артистов, здоровались с ними, фотографировались. Все участники действа за 7 дней фестиваля стали одной единой семьей. После парада состоялся заключительный гала-концерт участников мирового фестиваля народного творчества. На сцену вышли известный мексиканский ансамбль и участники фольклориады. Прозвучала задорная русская музыка «Калинка», и под бурные овации на сцену вышли башкирские артисты. Эмоции зрителей невозможно передать словами. Я хотел бы поблагодарить руководство СИОФ, всех участников, а это представители более 50 стран мира, за участие в фольклориаде. Для Сакатекаса, для Мексики это значимое большое событие. Все, что нами было запланировано, реализовано. Фольклориада – это как промо-акция культуры и мира во всей планете. Выступление башкирских артистов было необычным и роскошным. Мы надеемся, что в 2020 году следующая фольклориада в Уфе пройдет с еще большим успехом. День официального закрытия Всемирной фольклориады тоже будет вписан в историю города Сакатекас. Самый волнительный момент – передача флага Всемирной фольклориады столицы Республики Башкортостан Уфе. Gracias, Zacatecas. Gracias, Mexico. Next, Fольклориада will be in Russian Federation. Rahmat Terga, Barbarava. Thanks a lot. Gracias. Это большой праздник. И сегодня не только жители города Закатекас, но все мы были свидетелями, в первую очередь, от этого великолепия парада, где вот в течение 15, 20, 30 секунд каждая сторона хотела показать свою культуру, свое «я», вот, свое внутреннее, что хочется подарить другим. И мимо нас сегодня проходили около 50 делегаций, каждый со своей изюминкой, каждый можно удивляться. Мы действительно удивлялись, восхищались и даже сами принимали участие в некоторых танцах. А что касается нашей республики, конечно, вот я думаю, лучшие здесь
критерий – это аплодисменты, это признание зрителей, признание жителей, людей, которые первый раз, наверное, в жизни видят башкирскую, видят русскую культуру. И вот мы тоже все это видели, что от наших ребят, от наших девчонок, от ансамбля танца, от группы «Аргамак» просто не отходили люди, все с благодарностью, все с эмоциями, с положительными. И даже вот во время концерта, и это не громкие слова, это правда так и есть, самые длительные аплодисменты были нашему коллективу. И тут великолепная «Калинка», наша классическая «Гульназира», и на южноамериканской, на североамериканской земле прозвучал наш инструмент «Курай», которым действительно душа башкирского народа. Я считаю, что праздник получился великолепным. И что самое главное, мы не были чужими на этом празднике. Мы, наоборот, были одним из тех, кто зажигал этот праздник. И это просто здорово для всех. Вот и закончился великолепный праздник музыки, танца, песни и души – Всемирная фольклориада 2016. Сакатекас останется в сердцах участников фестиваля тем городом, где нет места ненависти, зависти, где господствует уважение, понимание и дружба. Как отметили организаторы культурной олимпиады, мы хотели сделать праздник культуры и мира, и нам это удалось. До свидания, страна сомбреро и пончо. Здравствуй, страна Курая. Well, Folkloriada 2020, Uva Russia!